Это актуальное интервью в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Ежегодно 23 октября у нас в Якутии отмечается День работников алмазогранильной и ювелирной промышленности. Это одна из значимых для республики отраслей экономики. В эти дни в сокровищнице Якутии пройдет ряд мероприятий, посвященных достижениям отрасли. У нас в гостях в студии Иван Кычкин, руководитель Государственного хранилища ценностей Якутии. Иван Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, что будет проходить в рамках предстоящей ювелирной недели, каковы цели и задачи мероприятия? Спасибо за вопрос. Ювелирная неделя посвящена Дню работников алмазогранильной и ювелирной промышленности. Ведь ювелирная промышленность у нас визитная карточка нашего региона. И в рамках ювелирной недели пройдут мастер-классы по изготовлению ювелирных изделий якутских национальных украшений от студентов и преподавателей Якутского художественного училища. Также пройдет круглый стол по развитию ювелирной промышленности Якутии и пройдет лекция от историка-этнографа Александры Прокопьевой о значениях ювелирных узоров в якутских украшениях. Скажите, также в рамках ювелирной недели пройдет и выставка «Лучшие ювелирные изделия Якутии-2023». Что же там будет представлено? Расскажите об этом. Да, это наше основное мероприятие. Лучшие ювелирные изделия Якутии-2023. Здесь мы хотели бы представить широкому кругу посетителей достижения наших ювелиров, новые тенденции, какие новые ювелирные моды происходят. И хотели бы популяризировать профессию ювелира. Скажите, а есть ли какие-то экспонаты в выставке, которые вы могли бы особенно отметить? Да, у нас готовится очень интересная выставка. Здесь я бы хотел отметить, что около 30 ювелирных компаний и дизайнеров, и ювелиров будут участвовать. Они специально к нашей ювелирной выставке подготовили ювелирные изделия. Как мы понимаем, сейчас в наше время ювелирные компании находятся в рыночной экономике, и они в основном изготавливают массовые ювелирные изделия. Но к нашей выставке, эта выставка у нас проходит второй раз, посвященная ко Дню ювелира и ограничка. И здесь больше упор на эксклюзивность и выставочность. То есть, допустим, есть ювелирные изделия, которые, допустим, трансформное кольцо, да? Это кольцо, подсолнух или цветочек, который при одевании раскрывается лепестки. То есть это тоже можно только показать именно в выставочных залах. Ну, действительно, в мастерстве наших якутских ювелиров сомневаться не приходится. Но ювелирная деятельность всегда очень тесно связана с такой организацией, которая называется Гохран Якутии. Какова же деятельность этого учреждения? Я еще остановлюсь на нашей выставке. Основные наши организаторы — это Гохран Якутии, это ювелиры Арктики, это Якутское художественное училище имени Петра Романова. Также на нашей выставке наши посетители, гости могут увидеть очень интересные концепции. Допустим, есть у нас мастерица Августина Филиппова, которая изготавливает якутский национальный костюм. Допустим, у нас есть наряд невесты. Она участвовала недавно в российском конкурсе красоты Хохлова, который заняла 3-е место, 2-я вице-мисс. Также есть у нас в фойе выставки выставится скульптура «Юскут». Это в переводе «три сердца». То есть Юскут — это у нас Боркут, Якут и Салганкут. То есть гармония этих 3 душ дает жизненную энергию человека. Авторы этого произведения говорят, что когда человек притрагивается к этому произведению, у него исполнится 3 желания. Так ли это, мы уже узнаем во время нашей выставки. Действительно, надо будет выяснить. Есть же у вас еще и постоянно действующая выставка в сокровищнице. Расскажите о ней. Да. Сокровищница Якутии — это у нас подразделение Гохрана Якутии. Гохран Якутии у нас создан в 1992 году как структурное подразделение. И в 2002 году уже было как юридическое лицо.
отдельное юридическое лицо. И Гохран Якутии занимается у нас хранением ценностей правительства. Еще занимаемся экспертизами драгоценных металлов. У нас есть действующий сертификационный центр бриллиантов, который выдает сертификаты подлинности на соответствие качественным цветовым характеристикам и соответствие его подлинности, сертификат соответствия. Также мы занимаемся выставочной деятельностью, вот такие как вот эта выставка, о которой мы рассказываем. У нас есть выездные выставки по регионам России и по улусам. И мы проводим практические обучение студентов Северо-Восточного университета по дисциплинам классификации, сортировка алмазного сырья и дисциплине оценка бриллиантов. Также я хотел бы остановиться отдельно о сокровищнице Якутии. Сокровищница Якутии у нас с 92-го начала свою историю. И она в первое время работала только в одном помещении, в Доме правительства. Сейчас она открыта для публичного посещения, и к нам можно попасть через кассу выставки. Здесь мы демонстрируем богатство недр Якутии и эксклюзивные изделия наших ювелиров якутских. А какие работы именитых мастеров представлены в сокровищнице? Да, у нас очень известный есть Колодезников Сергей Николаевич. У него это мастер камнерезного искусства. Наши гости, которые посещают нашу выставку, очень долго могут часами наблюдать за этими его изделиями. Он использует натуральный камень. Вот, допустим, по его рассказам, он берет камень, смотрит на него, и потом у него уходит идея, он из него изготавливает мини-скульптуры. Очень известно, у него есть березовский мамонт, загулявший, использован там даже бутылка имеет какой-то, видно, что какая-то емкость внутри есть, жидкость. То есть. Также мы хотел бы остановиться Татьяну Батюшкиной. Она тоже имеет много призов на российских конкурсах. Ее работа отличается изящество и красота. У нее очень хорошая работа рождения алмаза. Это подвеска, покрытая мелкими бриллиантами, и внутри маленький алмаз в форме кристалла. И есть у нас еще именитый Александр Манджурьев. Это мини-скульптуры. У него проглядывается линия этно. Он очень сильно изучает историю и очень хорошо рассказан про эпос якутский. Ну вот сокровищница Якутии — это одно из тех мест, куда приезжают туристы с разных вообще точек нашей планеты, потому что там действительно интересные экспонаты представлены, все изящные работы, как вы говорите. А вот есть ли какие-то экспонаты, которые вызывают наибольший интерес? Вот человек приехал и говорит: я хотел посмотреть именно это. Да, совершенно верно. По разным оценкам интернет-порталов сокровищница Якутии является визитной карточки Якутии, то есть обязательное место посещения. Да? И посетители обычно в жизни, допустим, не видели алмазов, природных алмазов, не видели бриллиантов больших, интересных. И очень много эксклюзивных изделий у нас. Есть и камнецветы, чароид, хромдиапсид, это наши визитные карточки. Полный спектр представлен в 3 залах. Скажите, а вот говорят, ну, слабо в это верится, конечно, что в витринах все-таки выставлены копии, а не оригиналы. Так ли это на самом деле? Нет, у нас только природные, натуральные алмазы, драгоценные камни, слитки, золото, самородки золота, все натуральное. Наша концепция только говорит, что мы все настоящее у нас. Да, вот это и хотелось выяснить на самом деле, даже как-то немножко полегчало. Скажите, а вот как еще организовывается выставочная деятельность сокровищницы Якутии? Какие мероприятия были в этом году, прошли, какие еще только будут запланированы? Да, у нас большая выставка прошла к 100-летию ЯССР. Мы проводили с федеральным Гохраном России национальные сокровища
Москва, Якутск 2002, приурочен к 100-летию СССР. Здесь можно отметить, что к нам здесь в Якутск приехал корона, держава, скипетр, символы российского государства. Еще хотелось бы отметить, в этом году мы ездили в Кузбасс в рамках «Дети Азии» зимних игр. И в городе Кемерово представили 100 изделий, посвященных в рамках культурной программы. Но бывает ли так, что экспозиции периодически обновляются, экспонаты одни заменяются на другие? По какому принципу это происходит? Да, совершенно верно, но в связи с тем, что мы уже 30 лет работаем, мы компонуем из драгоценных камней, это имеет значительную стоимость. То есть мы такими выставками, как предстоящая выставка «Лучшие ювелирные изделия», обновляем. Также проводим по мастерам отдельно, они тоже нам представляют. Ну, в общем, работаем в этом направлении усиленно. Скажите, То есть кому что есть посмотреть у нас. да, вот этой деятельностью занимается прямо отдельный человек, что-то вроде художника по экспозиции, может быть? Нет, у нас есть структурное подразделение «Сокровищница», выставка «Сокровищница». И вот они занимаются выставочной деятельностью. У нас же еще несколько направлений. А вот как можно к вам попасть на выставку? Учитывая всю серьезность тех экспонатов, которые представлены, наверное, все организовано на более чем высоком уровне. Может быть, стоит брать с собой паспорт, записываться заранее, звонить, что-то уточнять? Ну, бытует такое мнение. Ну, наша выставка открыта для открытого посещения. Посещаем через кассу выставки, заранее бронируем и свободно доходим. Но там определенные есть правила. Придерживаясь этих правил, спокойно можно прийти, полюбоваться нашими изделиями. Следовательно, никаких документов брать с собой Да, не никаких надо. документов не надо. Мы открыты, у нас есть сайты, в социальных сетях мы присутствуем. И напомните, пожалуйста, по какому адресу вы находитесь, чтобы к вам пришло как можно больше посетителей. Мы находимся в городе Якутска, Кирова, 12, вход со стороны Кирова. Благодарю вас, Иван Иванович, за беседу. Было очень интересно. Я поздравляю вас с предстоящим профессиональным праздником. И очень хочется пожелать, чтобы все мероприятия, которые вы запланировали, прошли на высоком уровне. Спасибо большое. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.